Добрый вечер. Добрый вечер. У нас обычно мероприятия и встречи происходят или утром, или днем, но на этот раз мы встречаемся здесь вечером. Мы очень благодарны, что нас пригласили, но нашу встречу хотелось бы начать со знакомства. Как вас зовут? Меня зовут Ибрагимова Людмила Олеговна. Очень приятно. Людмила Олеговна, вы, скажем так, новоиспеченный руководитель, Да. Значит, ассоциации. Мы у вас тут бывали, мы давно знакомы, мы стараемся поддерживать отношения, и мы отдельно тоже ходим к нашим детишкам по домам. Да. Наш визит, он не случайен, да? То есть мы хотели вот все-таки познакомиться с вами поближе. Прошло лето, вы, как всегда, у вас очень много разных мероприятий, конкурсов, встреч, да, то есть мы знаем вашу деятельность, все мамы прямо в восторге, и главное, все мамы, они еще сами активные участницы, организаторы, да. Поэтому хотелось бы немножечко поговорить, как прошло лето, и какие планы на будущее. Ну, лето у нас, я не могу сказать, что прошло прям супер ярко, потому что летом мы даем деткам отдохнуть. Очень многие разъезжаются в деревни, уезжают на моря, куда-то на реабилитации наши детки разъезжают. Вот. И лето для ассоциации это такой мини-отпуск. Вот. Но 1 июня мы всегда делаем деткам грандиозный праздник хороший, потому что 1 июня это тоже все-таки такой очень главный праздник для них, да, День защиты детей. И в этом году он прошел у нас очень ярко. Детки наши были все довольны, не только детки, но и родители, все отдохнули, набрались сил на лето, ну и после этого немножечко отдыхали они у нас. Это мероприятие у нас проходило на базе «Вишневый сад». Было приглашено большое количество детишек наших, практически, ну, можно сказать, наверное, половина детей наших смогли присутствовать на этом мероприятии. Прошу прощения, сколько сейчас у вас детишек? На данный момент 147 детей. Это как бы официальный список, да? Вот? Да, у нас есть реестр детей. 147 детей сейчас в нашей ассоциации состоят. Новеньких мы в этом году взяли 5 человек. Вот. Вопрос. Все-таки, наверное, какие-то возрастные ограничения есть, да? То есть кто-то уже повзрослел, уже большой стал, как бы, да? Он как бы, как вот он выбывает из списка или как вот дальше? Как? У нас ассоциация работает по уставу. В нашем уставе не указан возраст. Вот. Но все-таки мы немножечко придерживаемся тому, что взрослые это все-таки уже не детки, и у них другие интересы, и поэтому наш возраст сейчас вот до 25 лет пока. Ну, 25 это 25 уже точно не детки. Диагнозы да. же у нас разные. 25 лет может быть и как 5 лет. Вот. Поэтому пока у нас до 25 лет присутствует в ассоциации. В дальнейшем, конечно, хотелось бы немножечко скорректировать устав и все-таки сделать до 18 лет возраст детишек. Вот это тоже все сложный процесс, это нужно. Ну, конечно. Да, и юристы, чтобы все правильно составили, и отправляется этот документ в Минюст Татарстана, все это фиксируется, дается добро, и тогда уже выпускается новый устав. Вот. Хорошо. Я почему спросил о возрастных критериях, потому что когда дети растут или дети рождаются параллельно, да, с какими-то, значит, ну, скажем, испытанием, да, от Всевышнего, который приходит, то у вас ассоциация становится больше и больше. То есть с каждым годом может что-то добавляться, прибавляться. И поэтому интересна была судьба тех, кто подрос уже и так далее. То есть они как? Они наверняка уж они тут вас всех друг друга знают, долго лет вместе были. То есть они как-то дальше на какую-то реабилитацию уходят, может, или как-то их жизнь складывается уже вне, получается. Вне ассоциации. Здесь же у нас получается на добровольной основе все. Вот, кто видит для своего ребенка дальнейшее развитие в ассоциации, они также ежегодно вступают в эту ассоциацию. Уже получается, если ребенку даже более 18 лет. Если родители не нуждаются уже в помощи ассоциации и не видят дальнейшего развития для своего ребенка, они уже идут дальше. Дальше развитие только в милосердии у нас получается для взрослых. Да. Только так. Хорошо. Мы были здесь
у вас во время Рамазан, то есть, да, в качестве хазрата я приходил сюда, значит, было очень так трогательно, и детишки были, и родители были. Вот мы были здесь вот в этом здании. И тогда сказали, что как бы, ну вот эти 100 квадратов, если не ошибаюсь, Да, тут. да, вообще. И пока вот на этом вы как-то ограничились, да? Что, какие-то новости есть, что-то может быть? Есть. Ага, Есть. пожалуйста, У нас хорошие поделитесь. новости. Мы, конечно, пытались и пробовали добиться нового здания, нового помещения для ассоциации, потому что деток очень много, помещение хоть и 100 квадратов, но все равно для нас это конечно, недостаточно. конечно. Вот, пытались, конечно, добиться нового помещения, но пока на этом мы и остановились, можно сказать так. Но у нас есть хорошая новость в том, что мы познакомились с инициативной группой людей, называется Я прошу прощения, я не могу не отреагировать. Амирчик. Да-да, но у нас работа идет, но мы не можем на вас внимание не обратить, не можем. Вот он у нас. Амирчик все Вот же он же ходит же уже. Вот он. Вот. Салям алейкум. Ну, ничего халляр. Ага. Ну, ладно. Иди к девочкам, Амирчик, иди. Да. Ну, они нам уже очень близки. Они близки, да. я знаю это. Мы познакомились с инициативной группой людей. Получается, 2 инициативные группы, называется «Твори добро», первая группа, и «Добро без границ». Эти ребята, они помогают, получается, делают добрые дела, можно так сказать. Очень хорошо. Мы составили проект, в котором очень нуждаемся. То есть мы хотели бы, чтобы пространство для детей изменилось. Потому что сейчас то, что мы имеем, это не совсем то, что хотелось бы иметь для детей. В особенности, если вот мы посмотрим назад, это так называемая игровая. На данный момент она небезопасна. То есть детки особенные, один другого может толкнуть, боже упаси, да, толкнут, ребенок упадет, все это может рухнуть, и может случиться то, что не нужно случиться. Да. Поэтому для меня задача была изменить это пространство, чтобы детям было уютно, комфортно, как дома. Потому что мы одна большая семья, и это помещение должно быть как дома. Чтобы здесь было тепло, уютно и комфортно детям. Эти люди добра, скажем так, да, они какую оказывают помощь? Они дизайн делают или ремонт какой-то они предлагают? Мы, получается, составили свой проект, то, что мы хотели бы изменить. Зимой здесь очень холодно, потому что вот если мы посмотрим на пол, он у нас бетонный, и детки, когда приходят зимой на занятия, очень сильно мерзнут. Поэтому мы даже зимой пытаемся где-то либо в другом помещении какое-то занятие провести, либо просто мы сокращаем в очень морозные дни, убираем эти занятия и не проводим их здесь. Эти ребята, они нам, получается, сделают ремонт. Будет постелен нам теплый пол, линолеум. Да. Также у нас в проекте задача была, вообще вот моя задача, чтобы наши детки, они не только росли и там участвовали в мероприятиях, приходили сюда на чаепитие, но также наша задача, чтобы дети росли именно творчески развивались. Хочется, чтобы в будущем они могли найти себе работу. Как они могут найти себе работу? Если что-то делать своими руками, это очень даже может в будущем пригодиться. В наших планах починить кухню. Это также у нас в проекте было, и обязательно это все у нас уже исполнится, потому что уже и проект кухни составлен. Да, ребята уже закупили нам кухонные принадлежности, вот даже видно. Также вот в пятницу у нас уже придет электроплита. Для чего все это делается? Мы будем создавать кулинарный кружок. Вот. Как хорошо. Да, чтобы детки у нас учились готовить, в дальнейшем могли себя сами обслужить. Очень хорошо. Потому что родители тоже, можно сказать, не вечно. Ну да. Да. И хочется, чтобы дети смогли элементарно за собой просто ухаживать. А также ребята закупили нам швейные машинки. Мы хотим также создать именно швейный кружок. Да. Может быть, даже не только для детей, но и для мам. Потому что мамы особенного ребенка, они зачастую привязаны к ребенку, и их, получается, жизнь, она вот,
Крутится, Ну вот, да, да, да. получается, в одном Дома в направлении. основном. Да, все дома. А здесь, если мама будет приходить и участвовать в этом швейном кружке, тоже для нее будет небольшая такая отрада. Вот, машинки у нас уже закуплены, ткани нам предоставляют тоже. Спасибо огромное добрым людям. И хотела бы показать, что наши мамы сейчас творят. Так, давайте. Секундочку сейчас. Видите, какую красоту сейчас наши мамы Ага. делают. Вот такие подушечки. Это, получается, были небольшие отрезки ткани от штор, остатки. Очень Вот. хорошо. Да, и вот таким образом мы шьем Классно. такие подушечки. Эти подушечки теперь отправятся к вам. Как к нам? Конечно, к вам. Это наш подарок. Да, Да. как-то неудобно даже принимать. Как неудобно. Ну Мы всё. для чистой души от чистого сердца. Очень приятно. Вот. Пусть они вас Да, тоже мы радуют. будем по вас вспоминать всегда. Вот. Хочется именно им памятный подарок для вас сделать. Чудесно, Наши чудесно. мамочки старались, поэтому пусть теперь они вас радуют тоже. Хорошо. Мы, в свою очередь, предлагаем вам участвовать. У нас уже некоторые мамочки участвуют. У нас есть халяль ярминка называется. Пожалуйста, Я используйте была на нас. такой Да. ярмарке, честно. А вы были, да? Да, я была на этой ярмарке, и прямо у меня глаза разбегались от всего, что там было. Настолько все это прям интересно. Да. Настолько у нас все-таки творческие есть люди. Да. Да, и прям даже не могла бы подумать, что все своими руками вот это можно сделать. Очень Еще мы уж пока имена называть не будем, но эти мамочки, на них сможешь удивляться, они с таким ребенком занимаются и еще такие чудеса творят. Поэтому, ну это тоже чудо, и оно еще такое, ну, теплое, милое, которое, ну, скажем так, для отдыха, для комфорта. Знаете, вы так много, ну, скажем так, говорите, да, значит, о том, что вы планируете здесь вот в этих 100 квадратных метрах делать. Как вы хотите все это тут уместить? Может быть, у вас что-то получается с квадратурой как-то расшириться, нет? Расшириться нет, к сожалению, тоже не получается. Но как мы все это планируем организовывать, мы не будем делать это каждый день. То есть мы распределим дни, дни, в которые у нас будут кружки. Вот. И моя задача еще, чтобы каждая мамочка тоже была в этом, участвовала. То есть вот, хочется создать инициативную группу свою, чтобы каждая мама, ну, допустим, вот пусть мама там Лейсан, она будет у нас отвечать за кулинарный кружок. Мама, допустим, там, ну, Людмила, пусть она отвечает у нас за швейный кружок. Вот. И получается распределить вот эти вот кружки по дням, чтобы каждый день здесь не было столпотворения. Все понятно. По интересам. По интересам. Получается, вы уверенные такие шаги делаете, что-то хотите поменять здесь, да? То есть, получается, вы просто не будете не все вместе там в одном приходить, Да. а именно по интересам. Группа по интересам будет приходить в определенное время, и там будут заниматься именно то, что им нравится. То есть, если я правильно понимаю. Хорошо, хорошо. Ну, все равно, то есть, я согласен с тем, что как-то надо, чтобы было тепло. Так, чтобы, скажем, было безопасно. То есть, я помню, вы рассказывали нам, что даже вот это вот уголок, он как-то больше, чтобы разделить детей, чтобы они как бы поменьше были там, более в таком локальном пространстве, чтобы были и видно, и они чем-то занимались. И потом даже мне сказали на мамочке, что они, говорят, вырастают, все равно туда идут. Они, говорят, уже большие, туда не лезут, в эту комнатушку. Все равно им интересно с этими игрушками играть, да, потому что действительно многие отстают в развитии, то есть их тела, значит, большие, а сами они еще маленькие, поэтому и маленькие туда приходят, и они туда приходят, и вот они все там, как-то мы даже это, ну, посмотрели, что они там играются, им там весело, но места действительно мало. Конечно, туда вот в эту игровую сейчас, если зайдут 2 человека, еще как-то уместится, но если более, они уже там друг на дружке у меня сидят. И вообще для меня вот эти стекла, они как клетка. Вот хочется быстрее все это убрать, чтобы было большое пространство, и оно было общим. Мы, конечно же, разграничим, игровая у нас, получается, будет разграничена с рабочей зоной, вот, но все это будет у нас уже красиво, аккуратно и безопасно. Ну, мы, как были, остаемся и надеемся и в будущем быть вашими близкими и друзьями, то есть на ваши какие-то пожелания мы стараемся откликаться. Это непосредственно то, что мы еще отдельно с семьями работаем. То есть есть более тяжелые, есть, скажем так, те, которые уже, значит, уверенно шагают,
То есть, да, мы также вот с этой передачей мы приходим к ним. Мы благодарим, конечно, мамочек, которые так поучительно и даже с наставлением таким обращаются к тем, кто попал в трудную жизнь ситуацию с маленьким ребенком, да. То есть тут же задача даже больше как морально-психологическая поддержка. Поэтому вот эти сильные мамочки, да, они сильные, да, и они подают надежды и подают какую-то уверенность тем, кто вот, ну, попал в такую ситуацию. Да, Поэтому они, как правило, активные, и они всякие мероприятия проводят, значит, организовывают. Поэтому, ну, мы тоже, если что, рядом. То есть мы тоже стараемся как-то быть вашими помощниками. Я, как, скажем так, намек понял, когда вы сказали, что вы ремонт начинаете. Поэтому мы в стороне не останемся, вот, Алла Берса. Поэтому, ну, все, что мы делаем, чтобы были полезны друг другу, чтобы мы были ближе друг к другу. Я хочу пожелать богатырского здоровья. Хочу пожелать, чтобы вы берегли друг друга, знали, что семья – это самое главное. Помогать больше ближнему. Зайти лишний раз к соседу, узнать, не нужно ли чего-нибудь ему. Потому что мы иногда проходим, не замечаем самого главного. А иногда это очень нужно делать. Берегите друг друга, будьте здоровы. Это самое главное. Будет здоровье, будет и все остальное. Спасибо. Спасибо большое. Вам спасибо за встречу. огромное. Дай Бог, чтобы мы дальше были ближе друг к другу. Обязательно. Да.